Thanks for inviting.
Déjalo.
Non, tu où, tu vois. Alors, Yes, we got you.
For
I need some AK ammo. It's alright, I have enough. Hmm. Come on here, come. Smoke. Well, I don't have. Wait. this guy coming from right. More right. Or more right. Right. Yeah. Behind the wall. It's a camper bitch. Right. Look more right. Nice. Another one. Right. On the car. Yeah, I see. Nice.
Сегодня должны были состояться дебаты. Тут Вот она тут станет. Посторонним людям нельзя стоять. Директор, да послушайте вы меня. Значит, вы себя вот ведете как царица. А вы кто? Я Будаков Дмитрий Павлович, отвечаю за безопасность ГТРК «Вятка». Имущество мое положи. Вот сюда, пожалуй, зайду. Зачем? А почему вы без маски находитесь на рабочем месте? Вот прямо здесь в приемной находится, очевидно, секретарь руководителя Ирины Русских. Она находится без маски. Значит, я вас вызывал, Долгих Антон Витальевич. Во-первых, я, естественно, раскаиваюсь, что я нахожусь без маски, объясняю причину. Юлия Владимировна, вы себя просто зарываете сейчас этими объяснениями. Тогда получается, что вас не обеспечили маской и будут отвечать уже работодатели. Вы остановитесь. Снимай. А так вообще ваше появление напоминает мне 2014 год, когда меня, действующего члена избирательной комиссии Кировской области, не пускали физически в облсбирком. Кстати, ваш коллега, Михаил, фамилию не помню, люди, вот очень хорошо, люди в восторге от его деятельности. Вот это, кстати, образец и пример адекватного абсолютно сотрудника, который прекрасно понимает, где он служит и для чего он служит. То есть сейчас, если у вас нет ко мне вопросов, то я, пожалуй, пойду. Михаил, здравствуйте. Я все рассказал, но ради вас могу еще раз рассказать. Ну, если вас не затруднит. Я с удовольствием это сделаю. Только я вас попрошу, тут вот есть человек, который очень хочет все вставить в свои 5 копеек. Вот. И так происходит вот уже 2 часа. Да, вы потому что... Я на время, пока он говорит, я замолкаю. Хорошо, сейчас я получаю. Так нет. Говорите. Не, ну давайте с вас, пожалуйста. Да, вы говоритесь. Пришел большой босс, давайте. Вы потом будете неправильно. Давайте. Я лучше буду пальцы загибать и потом отвечу на эти вопросы, где вы собрали. Расскажите мне сначала. О, Ну, я присутствовал не с самого начала, так что мне это самое. Короче говоря, они пришли на прямой эфир. Так. С ним пришла девушка.
которая представилась на вахте журналисткой, показала права, да? Или что вы показали? Таня, Это зачем я не ты разговариваешь? присутствовал, я не знаю. Я не знаю, я тут не присутствовал. Только то, что знаете. Вот. Пришли в студию, и я так понял, что она ведет записи, чтобы потом это все оценить ну, и прочее. Вот. Ее попросили культурно уйти из студии. Вот. На что товарищ сразу начал в активной форме, со свойственным ему поведением кричать: вы мне не указываете, вы это. Я так предполагаю, потому что он со мной также начинал разговаривать. Ну, естественно, этот самый оппонент, который должен был участвовать на дебатах, это все дело посмотрел, повернулся и ушел. Да, и я должен сразу обернуться, метнуться, да? Нет, я подожду. Вы не знаете, может, как меня зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Я начальник производства телекомпании. Занимайтесь, пожалуйста, производством. Значит, это, во-первых, член избирательной комиссии с правом решающего голоса. Во-вторых, помощник депутата Сандалова. В-третьих, моя супруга. Можно и дальше перечислять. Ну и в-четвертых, журналист, самое главное. Так. Значит, она, вот что бы сейчас ни вышло, она в любом случае будет стоять здесь, никому не мешая, и меня записывать. Если вы возражаете, вызывайте полицию. Если какие-то меры будут предприняты в отношении нее, я вызову полицию. У меня предложение очень простое. Не обострять обстановку, потому что в любом случае будет так, как я сказал. Время, я так понял, отдал ему. Тот 16 минут по эфиру все это высказывал, и в том числе, что его хотели выгнать из студии и сорвать его этот самый. После этого он пошел на радиоэфир, там вроде все нормально, но там были все в шоке, что он там говорил. И после этого, когда, выходя из эфира, он почему-то решил зайти к Ирине Анатольевне. Секретарша ему спрашивает: вы кто? По какому поводу? Он сразу же: вы что, мне указываете? Ну там куча слов. Почему вы без маски? И с этого все началось. Потом он сделал заявление, что она без маски. И все дальше. А я встал вот тут, чтобы он без записи не заходил к директору. Но он, как умный человек, не стал рваться сюда. Спокойно сел и начал тут шоу разыгрывать, чтобы снять на YouTube. И, кстати, обещал меня главным героем там выставить. Я буду очень рад. Нет, а вот вы-то негодуете по какому факту? А? Негодуете по какому факту? Я негодую? Я не негодую. Нет, Нет, не заявление. нет, я-то вообще... Михаил, вас будут упрекать, что вы работаете на меня с Нет, такими... я просто Это прекрасный вопрос. Нет, я не негодую, ради бога, он пускай хоть тут что делает. Я его просто потом провожу до выхода, скажу: до свидания, дорогой товарищ. звезда. Я-то просто все от вас как бы ждал, что вы сейчас скажете. Вот. Да. И в связи с этим обращаюсь к вам с заявлением. Да, я же... Я-то вот такого... Почему? Вы же хотели. Вы же хотели ОМОН. Вы хотели на меня заявление написать. А я-то вам сказал, что в следующий раз вас не... Вы же хотели ОМОН. Пожалуйста, здесь все. Как? Вы же хотели на меня заявление сделать. Я на вас Пожалуйста. заявление? Матушка, ты что, ты мой родной? Это вы на меня 3 раза хотели сделать заявление. У вас, кстати, это все записано. Я вам ни разу не сказал. Я вас хочу проводить. Вы мой обед срываете. Все, закончили уже. Я говорю, я бы уже ушел. Если бы не приехала Росгвардия, Михаил, вы же знаете, я никогда не бегаю Да, ни я в вот кого. сейчас уже обед. Я увидел подъехавшую машину и понял, что это по мою душу, и стал ждать спокойно. Поэтому меня бы здесь уже 20 минут не было. И вы сейчас... Подождите, а кнопку-то нажали из-за чего? Я сейчас к Михаилу по этому поводу... Я могу начать, если вам интересно? Значит, я постараюсь максимально сжато. Вот вы услышали фантазии, а сейчас о реальности. Потому что реальность, то, что я сейчас расскажу, вы же все увидите, коллеги. Вы это увидите, причем без монтажа, как было с самого начала. Значит, первое. Я, кандидат в депутаты Законодательного собрания Кировской области, прибыл для участия в дебатах. Макарова, помимо того, что это моя супруга и помощник, это, если мы официальный статус перечисляем, член избирательной комиссии с правом решающего, подчеркиваю, голоса, то есть сотрудник, член государственного органа. И второе, помощник депутата Законодательного собрания Кировской области Сандалова Леонида Витальевича, как, кстати, и я. Она еще журналист, но это здесь значения особого, наверное, не имеет. Она, естественно, записывает меня. Когда мы пришли на дебаты, там помещение, студии, вот там такой же проем. Михаил, если есть желание, мы можем дойти до студии, я прямо покажу, где стояла Макарова. Но это... Нет, там больше, конечно, помещение, но проем-то дверной, он одинаковый.
И проем больше, да, наверное, и проем больше. В итоге, так как мы вменяемые, адекватные люди, естественно, я понимаю, что в студию заходить нельзя, при том, что вчера, когда были дебаты, помощник депутата Госдумы Черкасова находился прямо в студии, там как бы камеры, а половина помещения столы, там есть где сидеть, не попадая в эфир, там все есть. Что касается, он говорил, вдруг она экстремистские лозунги, послушайте, есть презумпция невиновности. И как можно предполагать о том, что человек будет нарушать закон? Это полный бред. Ну, видимо, до русских не донесли, и она продолжает поезда под откос пускать, как в анекдоте. Так вот, Макарова встала вот прямо как стоит этот уважаемый достойный человек, ровно у косяка, к нему прижимаясь. Вот так стояла, с моноподом записывала. К ней сначала один работник обращается. Как мы здесь оказались? Естественно, проверили. Нас встретил работник в форменной одежде. Я представил Макарова, она сказала, хорошо. Проверили документы у меня, проверили документы у Макаровой, работник, который, видимо, сейчас кнопку нажал. Мы прошли. Да его не было вначале. Да, не он был. К сожалению. Видите, к сожалению. Но я думаю, что не было, потому что сразу велась уже видеозапись. Я научен горьким опытом и понимаю, что надо действительно видеозапись вести сначала, потому что иначе могут что угодно нарисовать. В итоге, Михаил, вы же понимаете, что я вменяемый. В итоге, здесь нельзя находиться. Я спокойно сначала еще объяснил, что Макарова будет здесь находиться. Во-первых, потому что здесь вчера находился помощник другого, не другого, а просто депутата Госдумы. Во-вторых, она никому не мешает. В-третьих, она вообще не в студии. Там студия формально, допустим, если помещение мы оцениваем как студию, она, человек же в помещении находится, да, формально он в помещении, но там стоят дальше щиты, и студия это другая часть помещения, туда она даже не пыталась пройти, и цели такой не было. Цель была просто меня снимать, что как бы чего не вышло, на всякий случай. Плюс дополнительно свой ролик. Дальше примчалась русских, которая сейчас спряталась в кабинете и, к сожалению, не выходит. Вот будь руководитель настоящий, давно бы уже вышла, я сейчас говорю специально для того, чтобы она слышала. Вот, кстати, да, ей покажут. Так вот, именно мне давать оценку, а вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Я ни разу вас не перебил и не влез в вашу речь. Стойте и молчите. Мне давать оценку. Мне давать оценку. Помолчите и мне не мешайте. Не вам давать. Мне давать оценку. Мне. Номер 7 в избирательном бюллетене. Не вам. Мне. Не вам. Мне. Я проголосую. Но мы так можем до вечера. Номер 7. Я проголосую за номер 7. Вот, очень хорошо. Не вам давать оценку. Мне. Хорошо, сойдемся. Вы голосуете, а не мне давать. Все, сошлись на этом, отлично. Значит, дальше, вот так все и происходит весь день. Человек все пытается меня подколоть, но он не понимает, что это невозможно. В итоге примчалась русских. Русских меня ненавидит с 2011 года. Это правда. Она тогда только была назначена руководителем здесь и уже тогда включала владычицу морскую. Она здесь как Верзилина в облсбиркоме в 2014 году. Ровно то же самое. И она начинает мне срывать дебаты. Она начинает пытаться вывести меня из эмоционального равновесия. Я, естественно, тут же прихожу в рабочее состояние, моментально, это понятно. Именно не в состоянии эмоционального неравновесия, а в рабочее состояние. Все вы это увидите. В итоге русских убегает, и мы проводим дебаты. Действительно, был другой кандидат, который, к моему величайшему удивлению, ушел. Но ушел он, потому что он, видимо, подумал, что на него сейчас будет распространяться то, что происходит. Хотя человек мной уважаемый, опытный, это очень странно. Дима Русских был, очень странно. Я вообще был шокирован тому факту, что он ушел. Дальше, по закону, я вообще не ожидал, но по закону мне переходит его время. И в 16 минут, коллеги, мне пришлось без подготовки рассказывать в режиме монолога избирателям что-то. Это, мягко говоря, непросто. Кто, если сомневается, попробуйте дома как-нибудь 16 минут повыступайте без подготовки. В итоге я рассказывал. Прекрасно закончился эфир. Мне кажется, вот этот человек работал, мне так кажется. Может быть, ошибаюсь. Все отлично. Дальше перерыв. Во время перерыва у меня радио еще. Во время перерыва приходит этот человек. Начинает натурально приставать. Сразу включает царя, я тут главный, ты никто. Дальше садится, получил он, конечно, сразу отпор. Он садится за стол. Я подхожу к его столу, кладу вот это записывающее устройство профессиональное. Не к нему, не лезу никуда. Просто на стол от него на расстоянии где-то там вытянутой руки. Я подумать не мог, что он начнет его хватать. Я возвращаюсь к себе, а он кому-то звонил. Тут я вижу, что он видит это устройство, его хватает прямо в ладонь и пытается его забрать. Я, естественно, вскакиваю и требую вернуть мне мое имущество. Будет подано заявление о покушении на грабеж. Так как я с уважением отношусь к этому сотруднику полиции, который блестяще выполнил свою работу, к вам, вы знаете, я не хочу сейчас вас нагружать, вам подавать заявление. Хотя, будет развитие ситуации другим, я бы, конечно, это сделал. В итоге, то есть я письменно все сделаю, в итоге
Вот по большому счету все из-за него. Из-за чего нажали кнопку, я понятия не имею. Потому что, когда закончилось радио-то тут студия, мне случайно, совершенно случайно попалась на глаза вывеска «Приемная». Я вообще хотел на выход идти. Я подумал, надо бы к русских-то зайти, поговорить. Почему она так себя вела? Я захожу сюда, а этот за мной. Он прыг к двери, так же, как пристав в известном видео. Обязательно, кстати, видео посмотрите, кто не видел про пристава. Сергей Владимирович, я записан к вам на личный прием сегодня в единый день личного приема. Будьте любезны, примите меня, пожалуйста. Напомню, что начальника службы судебных приставов управления тогда уволили потом. Уволили как раз после этого скандала. В общем, он так встал. Естественно, я человек вменяемый, он правильно оценку дает. Я даже не стал пытаться проходить. Я обратился к секретарю, причем в ответ. Я бы даже не обратился, но так как она вскочила и начала тоже включать тут воспитателя детского сада, вы кто и так далее, все увидите. Я обратил внимание на Юлию Владимировну, сейчас я знаю, как ее зовут, тогда не знаю. И говорю: Юлия Владимировна, а почему вы без маски на территории организации? Тут она, видимо, поняла, что делает неправильно, и замкнулась в себе, больше ни слова мне не говорила. Я присел, посидел и подумал, что ну ведь нельзя просто так-то оставить ситуацию без внимания. Вздохнул и сделал сообщение в дежурную часть МВД России по Кировской области. Просил возбудить дело по статье 20.6.1 КоАП РФ в отношении неизвестного мне лица. Оперативно прибыл сотрудник полиции. Юлия, видимо, получила уже консультацию. Молодец. Признала сразу вину, раскаялась. Таким образом, получит предупреждение вместо огромного штрафа. Начала тут, конечно, рассказывать истории, что маска была, но она ее выбросила. Я специально уж не стал никого мучить, предложить вопросы задать, где она, куда выбросили. Ну, это детский сад. И в итоге, ну вот, молодцы, да. А все. И вы в итоге, я не знаю, почему кнопку-то нажали, Михаил. Понятия не имею. Непосредственно к вам у вас ни обращений, ни заявлений нет, правильно? К вам? Да. Нет. Росгвардии. К вам нет. Тем более, вот это странно, человек очень хотел на меня опергруппу, ну вот есть группа, но что-то ничего не хочет больше. В итоге, вы поймите, Михаил, самое-то главное, последний финал, самое главное, кстати, да, об этом сейчас скажу, самое главное, я бы ушел уже давно. Когда я увидел, что дело возбуждено, мне по большому счету уже ничего не надо. Я бы давно покинул помещение, но так как я увидел сначала один экипаж, потом второй, я понял, что нельзя до прибытия Росгвардии. Ну как, я вменяемый человек. Вот. И очень рад, что вы здесь, потому что вы для меня образец адекватного, грамотного сотрудника, и сотни тысяч людей по России и по зарубежью это уже знают. Я думаю, в очередной раз убедятся. Что касается будущего, очень хорошо, кстати, что он вспомнил. Коллеги, впереди еще дебаты. Они хотят Макарову не пускать. Я честно предупредил, что я в таком случае буду вызывать полицию. Если они мне сорвут дебаты, ну, в общем, вам, возможно, придется сюда еще приезжать. Ну что делать, я до этого наша работа. Но, может быть, и по поводу сегодняшнего, Михаил, у меня к вам есть одно официальное обращение. Я прошу вас провести всю проверку, получить объяснение с людей, кто нажал тревожную кнопку. Значит, я буду подавать письменное заявление о возбуждении дела об административном правонарушении по факту ложного вызова специализированных служб. За это кто-то должен отвечать. Почему к вам относятся как к каким-то цепным собакам? Почему вас пытаются натравить на долгих? Это ненормально. И мы с вами вместе должны всем показать, что так делать не надо. Если нарушения закона нет, нечего и кнопку жать. Они кого решили напугать? Долгих решили напугать? Ну только не бросайте меня в терновый куст. Но вы поймите, к вам-то как относятся. Все? Все, нет. Не можно сказать реплику. Я даже вот 3 пальца загнул, я 2 открою, не буду говорить, мы уже обсуждали. А почему я-то во всем этом виноват? Вот это мне непонятно. Объясните. Нет, спасибо вам за профессиональную работу. Обращайтесь с устным заявлением. Да, прошу возбудить. Число месяца до рождения. 0606. Нет. слышал. Да нет, ну что. 0606 1907. 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 1977 года. Правильно? Устное заявление, да? Да, устное заявление очень короткое. Хорошо. Мы возьмем все документы, будут отдел полиции номер 2 находиться по данному факту. Да. А устное это надо или вы уже все сами? Вот я же вас услышал. Да, все, отлично, я в вас не сомневался. Чтобы не повторяться просто. Вот вы просто постоянно меня радуете и поражаете. Все, тогда мы вам больше не нужны. А мы вам. Мне нет. Просто мы тогда все идем. Вызывал. Вот самое-то интересное, кто вызвал и зачем. Это совершенно непонятно. Потому что, Михаил, вот я сейчас достаточно эмоционально вам все рассказал. Вы поверьте, вы когда посмотрите, я был гораздо здесь спокойнее. Я был нормально
самый спокойный человек. Здесь, конечно, вы сами все увидите. Вы сами увидите. Здесь, конечно, сейчас, когда я вам рассказывал, я в целях оперативного доклада, я, естественно, быстро говорил. А до вашего прибытия все было тихо, я спокойно. Я с вами вообще разговаривать не буду. Идите, занимайтесь чем хотите, мы даже животами потолкали. Да. Да, я все забрал. Эмоциональный. Да, расходимся. Танечка. Юлия Владимировна, все хорошо. Маску используйте. Мы за вами проследуем, если вы не возражаете. А то тут как бы что не вышло. Да, это правильно. С собой возьмите. Я их не научил. Танечка, иди-ка передо мной. Да не бойтесь, я не кинусь. Вы могли бы дистанцию 1,5 метра соблюдать? Это тоже требование, а то сейчас вот получите, пожалейте сотрудников, вот они уже уходят, им не надо заявлений. А вы не могли бы быстрее? Вот я серьезно, сейчас подам новое заявление на вас. 1,5 метра соблюдайте. Тревожили кнопку? Этот нажал? Нет. Не знаю. Ну это надо будет выяснить. Вот кто нажал, тот дебил. Серьезно. Будет отвечать. Ну вы недалеко что-то вышли. До свидания, до встречи. Так, вот, ну-ка снимем. Да. Сейчас мы тогда развернемся. Так я тут остановлюсь сейчас. Сейчас я ГАИ вызову. Дежурная часть МВД России, Кировской области, Коршунов, слушаю вас. Здравствуйте, господин Коршунов. Это Долгих Антон Витальевич. Я не могу дозвониться в дежурную часть ГИБДД, поэтому приходится тревожить вас. Запишите, пожалуйста, мои данные. Долгих Антон Витальевич. Да, слушаю сообщение. Да. Прошу привлечь к административной ответственности водителя автомобиля марки Subaru с государственным регистрационным знаком Записываю. Екатерина 333 ЕУ Екатерина Ульяна 43, который 7 сентября 2021 года. Вчера, то есть, да? Я прошу прощения, сегодня 8 что ли? 8. Ой, да. Благодарю вас. 8 сентября 2021 года оставил, в скобках, припарковал данный автомобиль на тротуаре возле входа в здание ГТРК «Вятка», возле входа в здание ГТРК «Вятка» по адресу... Урицкого, да? Совершенно верно. Город Киров, Урицкого, 34. И оставил, как у меня там, оставил автомобиль, ну да, все тогда. Также аналогичное сообщение в отношении водителя другого автомобиля. Марка мне неизвестна, там значок непонятный. Госрегзнак будет Руслан 533, Ольга Константин 43. Тоже остановился на тротуаре, здесь же возле входа в здание ГТРК «Вятка». У нас, дело в том, только что были дебаты предвыборные, и меня пытались спровоцировать, дебаты мне сорвать, поэтому я решил, что нужно сделать это сообщение, чтобы проверить законность этих действий. Я нахожусь на месте, прошу пресечь правонарушение, для этого считаю необходимым направить сюда экипаж ДПС, для того, чтобы они совершили дальнейшие процессуальные действия. Я так понял, вы на месте находитесь? Да, я нахожусь на месте, верно. Буду ждать. Хорошо, я вас понял. Вы какое-то сообщение будете по поводу там по дебатам, что какой-то конфликт будете что-то оставлять или только по
Нарушение правил дорожного движения по 2 фактам. Только по нарушению правил дорожного движения. По дебатам у меня сделано уже сообщение, оно в работе, поэтому все нормально, спасибо вам. Хорошо, я вас понял. Я жду на месте, спасибо. Полный контакт. Утреннее шоу Владимира Соловьева. Смотрим со вторника по четверг. В приложении или на сайте. Несколько минут назад министр иностранных дел Лавров заявил, что действия Еврокомиссии Соединенных Штатов Америки в отношении Северного потока-2 стали одними из причин нынешнего газового грандиозного кризиса в Евросоюзе. США, заявил Лавров, хотят поссорить Россию с Европой в газовом вопросе. Речь в том числе о том, что после снижения газовых цен рухнули цены после заявления Путина. В американском Конгрессе обвинили Россию в манипуляции на европейском газовом рынке и призвали к незамедлительным санкциям. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил Байдену вспомнить договоренности с Меркель и уничтожить российский Северный поток-2. Просьбу Конгресса в администрации услышали. Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в срочном порядке отбыл в Брюссель и уже успел обвинить Россию в использовании цен на газ в качестве оружия. Дескать, такое в истории уже бывало не раз. Однако конкретных примеров Салливан не привел, но они и не нужны. В Европе и Америке верят на слово. Вслед за Салливаном в специальном повышении цен на газ только что буквально обвинила Россию Британия и тоже потребовала антироссийских санкций. К Британии тут же присоединились немцы. Партия «Зеленых» во главе с трансгендером Тессой Гансерер призвала новое немецкое правительство быть жестче с Путиным и остановить Северный поток-2. Бьют в набат и в НАТО. Там опасаются, что вместе с Северным потоком-2 в Балтийское море, а соответственно и Европу, зайдут русские войска. Ну и, разумеется, свои 5 копеек ставила Украина, куда без нее. Директор ржавой украинской ГТС приехал в штаб-квартиру Альянса и строго попросил Столтенберга гарантировать транзит российского газа через Украину. Еще раз.